Сегодня в рамках 28-го Нуриевского фестиваля в Казани впервые выступает труппа Большого театра Беларуси с современными авторскими постановками. К слову, первая неделя фестиваля балетного искусства прошла как раз под знаком классики и синтеза жанров. Самые яркие моменты в репортаже нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Тема рока, судьбы, хитроумных сплетений и погружения человека в экстремальные ситуации проходит через мировое искусство, рождая сюжеты, ставшие впоследствии хрестоматийными и эталонными. В балете их целая россыпь с хрупкими девушками, будь то двуличная Адетта Адилия, больная сердцем Жизель или вставшая на скользкий путь Анюта. Разные судьбы, разные темы, но так будоражащее воображение. У Фортуны в балете Кармина Бурана или «Колесо судьбы» есть свое предназначение – карать или миловать, направлять человека по разным уголкам души, светлым или потаенным. Если это что-то радостное, то тогда, наверное, поблагодарить Бога, что ли, что вот так вот случилось. Галантные выходы в свет – это возможность не только себя красивых показать, но и встретиться с шедеврами классического балета. Вроде бы выученные наизусть истории, но тем не менее загадка в них остается. Фестивальный прием – это составы, моделирующиеся из артистов разных школ, стран и редакций. В «Жизель» это словно сошедшие с экрана и слепленные из героинь фильмов Педро Альмодовара, испанка Итсиар Мендисабаль и уроженец Мичигана Нахимия Киш. Оба танцуют в королевском балете Лондона «Ковент-Гарден», а также крепкие казанские артисты Максим Поцелуйко, Коя Окава и Мидори Терада. Казань словно Лондон, и тут и там много людей различных национальностей. Надо все это знать, это очень важно. Изучать образ жизни людей, их традиции и стилистику. Это словно два разных персонажа в первом и втором акте. Это трансформация двух совершенно разных людей, но одинаково борющихся за свою любовь и страдающих за нее. Балетов о провинциальной России раз-два и обчелся. Анюта Владимира Васильева, по рассказу Чехова Анна на шее, несомненный фаворит не только театральной Казани. Еще в 20-м столетии прелестную историю на музыку Валерия Гаврилина видели итальянские зрители. «Золотая орда» исторической фантазии Георгия Ковтуна отныне является доступной мировому сообществу благодаря французскому каналу МЭТС, осуществившему запись на более чем 60 стран Европы. Васильев приезжал на премьеру нового танцевально-вокального бестселлера вместе с государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым. Это всегда были сюжетные спектакли, которые волновали не только ум, но и сердце прежде всего. Вот здесь есть соединение. В фестивальной «Золотой Орде» отточенность соло и дуэтов, массовых сцен. Притягателен и образ духа хана Батыя, который задумывался, исходя из феноменальной пластики, грации и почти что бесхребетного существования на сцене Давида Залеева, ныне второго солиста Мариинского театра, который теперь танцует в северной столице много чего. Например, Левина в балете Анны Каренина в постановке Алексея Ратманского. Там просто свой образ, тот, который я никогда не знал, тот, который нов для меня. И поэтому почему бы нет? Это тоже интересно попробовать себя с бородой, с усами. Вот изменение типа. Да, естественно. То есть там нужно уже сыграть немножко взрослого человека, а как бы я мальчик-юноша, и в общем это сложно. У Нуриевского фестиваля еще одна рабочая неделя, где перед зрителями проходит парад имен, названий и ассоциаций. Свою Казань фестивальный дух определил для себя и приглашенный маэстро из Алматы, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Казахстана и ученик маэстро Рената Салаватова Нуржан Байбусинов. Моя жизнь как-то связалась именно с Казанью, именно с этим оперным театром. И я уже здесь 8-й год, и действительно очень-очень рад сотрудничать с таким театром, как Казанский оперный театр. Техника дирижирования – это амплитуда, это руки. Соответственно, дирижер, когда дирижирует, он не умеет общаться, не умеет там разговаривать во время. Он только дирижирует и показывает
конкретное движение. Это очень важно для музыканта, который сидит в оркестре. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, телеканал «Эфир». В Казани